Исламский информационно-образовательный портал Azan.kz представляет. Как я оставил музыку. Я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Мой пример и пример людей похож на то, когда человек развел огонь, и когда он бросил в огонь то, что было вокруг него, моль и другие насекомые начали бросаться в костер. Человек старался изо всех сил предотвратить это, но они одолели его и бросились в огонь. Бегите от огня». Невежество насекомого может быть показано в качестве примера человечества, так же как насекомое, будучи в заблуждении от ярких огней, попадает в ловушку, которая в конечном итоге уничтожает его. Подобно этому и человек обманывает себя яркими огнями этого мира, который также может уничтожить его. Хотя множество людей были обмануты в прошлом, некоторым из них удалось избежать огня, прежде чем он поглотил их. Меня зовут Айман, мне 26 лет. Пару лет назад я был клубным промоутером, танцором, увлекался соцсетями и всем тем, что неправильно в жизни. Я был ослеплен шайтаном, блеском и гламуром. Раньше я думал, что я классный танцор, танцую в середине круга, и все смотрят на меня, аплодируют и восхищаются. И я думал, что это круто. Я думал, это что-то невероятное. Меня зовут Нур. В прошлом меня звали как Ноя. Айман мой лучший друг. Я знал его еще со школы. Мы везде ходили вместе, все делали вместе, акции, фестивали, много всяких вещей. Вращаясь в этой сфере, вы наслаждаетесь ею. То, как все складывается, ты в окружении девушек, свет, музыка, сердце бешено бьется, мурашки по коже. И кажется, что это то самое чувство и ощущение, которое каждый хочет найти. Шайтан и в самом деле приукрасил все для меня, все вокруг меня, от женщин до денег и желания получить все больше. Он сделал так, что все это выглядело настолько хорошо, что хотелось большего, а получив немного, вы не были удовлетворены. Вам все еще хотелось большего. Я всегда думал про себя, каждый вечер у меня есть куда пойти, со среды до вечера воскресенья, просто тусоваться и болтаться, встречаться с людьми и общаться. Я ведь никому не причиняю вреда, когда на самом деле я причинял вред самому себе. Живя в ритме нон-стоп вечеринок, музыки и танцев, вскоре Айман и Нур осознали, какая пустота скрывается за всем этим блеском и гламуром. Вечер за вечером вы тусуетесь и думаете, как же хорошо было ночью, но как только вы опускаете голову на подушку, то начинаете ощущать пустоту в своем сердце. Понимаете, я просто ложился спать, а все, что я делал до этого, было простым прожиганием времени. У меня был очень крутой вечер. Я думаю, на следующий день, когда я проснулся в своей гостинице, я просто встал и в течение получаса сидел там и думал: вот оно, неужели это моя жизнь? Работа с понедельника по пятницу и вечеринки по выходным. И в этот момент я подумал, что должно быть что-то большее. Пришло время, и я начал задумываться, говоря себе, что я делаю, какова цель всего этого, и для начала, зачем я здесь? И задавая эти вопросы сам себе, я сел и начал размышлять. Я до сих пор помню этот день. Я только что вернулся с вечеринки, пошел спать, проснулся, а затем сидел на кровати, и я не шучу, целых полчаса, а может и больше, просто думал, что происходит, когда приходит смерть. Сама смерть, когда она приходит и забирает вас, и что происходит после этого? И именно тогда я начал меняться. Я начал размышлять и посещать различные лекции. В то время, когда я готовился принять решение и планировал отправиться на один из действительно больших музыкальных фестивалей, который я посещал год назад, у меня был билет. Я приобрел его и думаю, что за неделю я получил предложение свыше $500 за него. Даже некоторые из моих друзей предлагали мне деньги после того, как узнали из моего сообщения на Facebook, что я больше не хочу идти на этот фестиваль. Но я знаю, что единственным способом, при котором я действительно буду чувствовать себя свободным от этого, было сжечь этот билет. Мне это больше не нужно. Так что я сжег его. Однажды после работы я просто пошел на парковку,
бросил билет на землю, взял у кого-то зажигалку и просто поджег билет. Наверное, лучшее чувство, которое я испытал до сего дня. Вскоре после принятия изменений в себе, Айман и Нур поняли, что необходимо пойти на жертвы, а между тем шайтан, сатана, повсюду поджидал их. Одна вещь, которую я понял в этой жизни, это тот момент, то опасение, которое внушает шайтан. Это чувство одиночества. Понимаете, он внушает вам, что если вы оставите людей своего круга, у вас не будет никого. На самом деле, это абсолютная ложь. В какой-то момент мы были одни, только я и Нур, как друзья, как братья. Но затем, благодаря исламу и по мере того, как мы начали практиковать нашу религию, мы поняли, что братство расширилось. Сначала нас было 10, потом 20, потом 30, затем 40, затем дошло до такого количества, что невозможно назвать. Иногда идешь молиться в другую мечеть, которая находится далеко от твоего дома, и встречаешь кого-то, кто видел тебя раньше, или ты видел их. И они говорят: «О, я помню тебя, брат. Я видел тебя на лекции. Я встречал тебя за обедом. Мы виделись на сборе средств». Это удивительное чувство, когда человек подходит ко мне, просто чтобы поздороваться. Он не хочет денег от меня, он не хочет славы, он не хочет с помощью меня попасть куда-то. Он просто хочет поговорить со мной, потому что это то, что представляет собой ислам, любовь. Сладость веры медленно проникла в их сердца, и за последние 3 года плоды их труда начали окупаться. Хвала Всевышнему Аллаху, последние 3 года были прекрасными для меня. Хвала Аллаху, Всевышний Аллах пригласил меня в хадж в 2011 году, и это был опыт, который я никогда не забуду. Я с собой взял также свою маму. Хвала Аллаху, я был в разных странах мира и распространял там религию Аллаха. Побывал во Франции, Новой Зеландии, также объездил Австралию. Пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, учил нас, что лучшие из нас в дни невежества являются лучшими из нас в дни религии. Чтобы полностью понять, что это означает, давайте обратимся к следующей странице в жизни наших героев. В прошлом году я и брат Нур отправились на один из больших музыкальных фестивалей, которые проходят каждый год, и мы пошли туда, чтобы призвать людей не посещать его, чтобы спасти их. В прошлом я призывал их пойти на фестиваль, идти и получать удовольствие, сбросить стресс и так далее. И мы подумали, что таким образом мы как бы исправим то, что делали прежде, призывая людей к музыке, а сейчас мы пришли сюда, чтобы сказать людям держаться от нее подальше. Мы хотели показать людям, в какую бездну они сами себя вовлекают. Потому что мы были там, мы знали, каково это, потому что мы испытывали это раньше. Айман и Нур не первые, кто пережили такое изменение, и они, конечно, не последние. Однако, несмотря на их усилия, многие мусульмане по-прежнему попадаются в те же самые ловушки и завлекаются яркими огнями этого обманчивого мира. У меня болит сердце от мысли, что где-то там мой брат-мусульманин, а иногда сестра-мусульманка, которые еще не оставили это. И я мучаюсь от осознания того, что ничего не могу с этим поделать. Могу лишь просить Аллаха, чтобы Он направил их, потому что если мы умрем в этом состоянии, в состоянии невежества, в состоянии равнодушия, каким будет наш конец? И я настоятельно рекомендую от себя лично, обратитесь к Аллаху, пока не стало слишком поздно. Просто бегите, бегите от огня, потому что все это просто не стоит того.